Доброе утро, уважаемые телезрители! В эфире национальной вещательной компании «Саха» передача «Новый день». В последующие 60 минут вы узнаете много интересной и полезной информации. В студии работает Власий Сергеев. Ну и по традиции в начале эфира давайте обратимся к прогнозу погоды. Итак, друзья, сегодня 12 ноября по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В 6 часов утра в центральных Улусах -6, -17 градусов. Днем ожидается -3, -15 градусов. Заречье утром -10, -26, днем -6, -20 градусов. Южные Улусы утром -5, -12, -4, -7 днем. Вилюйские Улусы -1, -6 утром, ну а днем 0 и -6 градусов. Нижнеленские Улусы утром -13, -16 градусов, днем -12, -15. Западные Улусы -1, -4 утром и днем 0 и -4 градуса. Колымо-Индигирские Улусы утром -13, -30 и днем -14, -30 градусов. Янские Улусы -16, -24 утром, ну а днем -19, -22. Северо-западные Улусы -12, -18 утром, ну а днем -13, -20 градусов. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха -15 градусов, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Днем ожидается -11, -13 градусов, возможен небольшой снег. Дорогие друзья, напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. Вы смотрите передачу «Новый день». И сейчас я хочу передать слово моим коллегам из информационного отдела, которые расскажут вам о главных событиях в стране и мире. На сегодняшний день эфир продолжает новостной блок. Доброе утро! Вы смотрите новости, в студии Влад Давыдов. За отсутствие масок у пассажиров общественного транспорта будут привлечены к административной ответственности не только сами пассажиры, но и водители автобусов, вплоть до снятия рейса с маршрута. Об этом накануне сообщили на заседании городского оперштаба. До конца этой недели городские власти должны внести предложение, как можно это претворить в жизнь. Дело в том, что городской оперштаб предложил штрафовать водителя автобусов за допущение пассажиров без защитной маски в салон транспорта и снимать таких водителей с маршрута. Пассажиров будут высаживать из автобуса нарушителя и пересаживать на другой маршрут, либо на дежурный автобус, который будет сменять такой транспорт. По словам водителей, представителей Союза авто, введение такого порядка не только приведет к сбою в действующей системе работы, но и увеличит конфликтные моменты с пассажирами. До наступления сильных холодов осталось немного времени, и эту проблему необходимо решить срочно. Дело в том, что, допустим, если автобус в середине маршрута снимут, и между теми автобусами у нас получится очень большой интервал. Естественно, как бы автобус, который впереди машина шла, и который сзади, допустим, они снижают, но это все равно не тот будет интервал, и у нас будет это нарушение. На сегодняшний день задача водителя — это из точки А в точку Б, как вы и сказали, перевести безопасность. Безопасность у нас стоит на первом месте, так скажем. Вот. Автобус, подъезжая к остановке, у него занимает посадка-высадка пассажиров занимает 30 секунд, грубо говоря, до минуты. И поэтому водителю сложно на сегодняшний день контролировать. Да, на нас возложили обязанности, штрафы вот эти все, но это очень сложно. Профилактические рейды по предупреждению возникновения возгораний в жилых домах продлятся в республике до 15 ноября. Сотрудники полиции проверяют условия проживания граждан, а специалисты МЧС – состояние электропроводки и соблюдение требований пожарной безопасности. Отмечается, что риск возникновения пожаров в жилом секторе увеличивается с наступлением холодов. Специалисты ведомства проводят инструктажи, напоминают жителям о необходимости проверки и ремонта электрооборудования,
освобождение путей эвакуации, также проездов для пожарной техники. С начала текущего года на территории Якутии зарегистрировано 2336 пожаров, из которых 931 произошли в жилом секторе, один с массовой гибелью людей. Шестой в Якутии IT-центр открыли сегодня накануне в селе Барагонцы Усть-Алданского района. Он должен стать ядром цифровой трансформации района. А только благодаря энтузиазму, высокой цели и командной работе можно изменить мир. Об этом сказал министр инноваций республики Анатолий Семенов. IT-центры работают в Сунтарском, Мегинокангаласском, Намском, Среднеколымском, Нюрбинском, Улусах. До конца 2020 года центры откроются еще в Мирнинском, Намском, Усть-Алданском, Хангаласском, Чурапчинском, Нюрбинском и еще в Мегинокангаласском, Улусе. К 2024 году в районах республики планируется открыть 17 IT-центров. IT-центр является таким неким филиалом IT-парка якутского. То есть мы здесь должны создавать свои стартапы, обучать людей цифровым навыкам, различные конкурсы проводить, обучающие семинары. И для того, чтобы здесь создать IT-сообщество, и они создавали рабочие места. Потому что сегодня, в век быстрого интернета, неважно, где ты находишься, в Якутске, в Сингапуре или в Сан-Франциско, можно и в Барагонцах делать IT-продукцию и экспортировать его по всему миру. И вот мы сеть такую создаем в районных центрах. Очень рад, что Усть-Алданский район, у них была одна из сильных заявок. Они очень системно работают, участвуют в наших конкурсах «Моя профессия IT», и развивают здесь киберспорт. И я думаю, что через пару лет мы в Усть-Алданском услышим о усть-алданских стартапах, которые делают какую-то продукцию. По инициативе главы Якутии механизмы поддержки якутского кинематографа претерпевают существенные изменения. Напомним, что в сентябре месяце во время встречи с творческой группой фильма «Пугало» глава Якутии Айсан Николаев сказал, что руководство республики обязательно будет поддерживать такие прорывные направления, как якутское кино. В республике с 9 ноября стартовал конкурсный отбор на предоставление из регионального бюджета субсидий на поддержку и укрепление национального кинопроизводства. Этот конкурсный отбор продлится до 8 декабря 2020 года. Таковы новости к этому часу. Удачного вам дня. До встречи. Оставайтесь с нами. Благодарим наших коллег за то, что рассказали главные новости региона и страны на сегодняшний день. Надеемся, что этот день запомнится вам исключительно положительными событиями. Но мы идем далее. Сейчас хотим предложить вашему вниманию нашу традиционную рубрику под названием «Гороскоп». О чем нам говорят звезды, мы узнаем в следующем сюжете. Овнов ждет благоприятный день для работы и полезных занятий. Однако имейте в виду, что любые дела сегодня требуют особенно серьезного подхода. Старайтесь не отвлекаться на мелочи и помните о самых важных целях. У тельцов сегодня хороший день для оформления документов и решения юридических вопросов. Самых настойчивых ждет шанс заметно увеличить доходы. Вместе с этим возможны проблемы, которые заставят вас изменить планы. Близнецам нужно много работать. Сегодня именно от вашего усердия и трудолюбия может зависеть успех многих начинаний. Справляться с делами и решать проблемы, скорее всего, придется в одиночку. Вероятны разногласия с коллегами, уладить которые будет нелегко. Раков ждет довольно сложный день. Старайтесь правильно оценивать свои силы. Чрезвычайная самоуверенность не принесет ничего хорошего. Будьте более снисходительными к чужим слабостям. Это многое упростит. Львам день обещает перемены в профессиональной сфере. Вам представится шанс взяться за какой-то новый перспективный проект или найти новую работу. Решения, которые вы примете сегодня, окажутся верными. Будьте готовы проявить инициативу. Девы, будьте осторожны и внимательны. В ваших силах избежать серьезных ошибок и минимализировать потери. Любые ваши промахи привлекут всеобщее внимание, и вы можете стать мишенью для обидных шуток. Сохраняйте гибкость и самообладание.
У весов вероятны денежные поступления, выгодные сделки или неожиданное увеличение доходов. В остальном день не столь благоприятен. Будьте готовы к новым делам и заботам, справиться с которыми будет очень трудно. Постарайтесь своевременно принимать верные решения. У скорпионов будет возможность решить какие-то проблемы, возникшие ранее. Возможно появление новых союзников, при поддержке которых можно многого добиться. Однако не стоит доверяться каждому. Будьте бдительны и внимательны. Стрельцов ждет благоприятный день для работы, полезных дел, а также общения с людьми, чьи идеи часто вдохновляют вас. Вероятно, интересные знакомства, однако они будут развиваться медленнее, чем вы привыкли. Наберитесь терпения и будьте доброжелательны. Козерогов сегодня ждут интересные предложения. Каждая из них даст вам шанс научиться чему-то новому или покорить профессиональную вершину. Постарайтесь выбрать самый надежный вариант. Это позволит вам избежать ложных ожиданий и достичь больших успехов. Водолеев ждет сложный день. Деловые отношения могут складываться напряженно. У вас могут появиться новые соперники и недоброжелатели. Возможно, финансовые потери и неудачные сделки. Справиться со всеми трудностями вам помогут близкие люди. Рыбы. Удачный день для тех, кто готов много работать, приложить усилия, чтобы достичь поставленных целей. Сегодня вы можете найти новых союзников и помощников. Не бойтесь принимать новые предложения. Они вас приятно удивят. Это был гороскоп на канале НВК Саха. Желаем вам сегодня достичь всех поставленных целей. Но мы идем далее. И прежде чем приступить к основным темам эфира, мы предлагаем вашему вниманию подборку интересных и, может быть, даже забавных новостей. Итак, давайте начнем. Фразу первого космонавта Юрия Гагарина «Поехали» планируют зарегистрировать в качестве товарного знака. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса. Госкорпорация инициировала регистрацию широкого перечня исторических обозначений с целью обеспечения защиты интересов от недобросовестной конкуренции, которую, по мнению Роскосмоса, могут оказать различные хозяйствующие субъекты, использующие эти обозначения для маркировки своих товаров и услуг. На данный момент известно, что регистрация товарных знаков пока еще не завершена. Фразу «Поехали» в скором времени можно будет услышать в лифтах производства Усть-Катавского вагоностроительного завода. Фраза будет звучать перед началом движения, как вы уже догадались. Напомним, первый космонавт Юрий Гагарин произнес знаменитую фразу «Поехали» 12 апреля 1961 года, находясь на борту корабля «Восток» при запуске одноименной ракеты-носителя с космодрома Байконур. На фоне распространения коронавирусной инфекции очень важно убираться в квартире каждый день, поскольку существует риск занести домой инфекцию после посещения общественных мест и транспорта. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Специалисты также добавили, что если никто из домашних не болеет, нужно как можно чаще использовать дезинфицирующие средства при уборке. Особое внимание стоит обратить на прихожую, ручки дверей и ключи. Рекомендуется при входе установить флакон с дезинфицирующим средством, чтобы сразу после того, как человек зашел с улицы, мог обработать руки. Ранее в МЧС России также отметили, что регулярная уборка и дезинфекция домашних помещений снижает риск заражения коронавирусом. В ведомстве посоветовали проводить уборку дома средствами с дезинфицирующим эффектом, а также регулярно проветривать жилье. Регулярное употребление перца чили продлевает жизнь и уменьшает вероятность преждевременной смерти. Такое заявление сделали сотрудники Американской кардиологической ассоциации. Ученые проанализировали 4729 исследований из 5 ведущих мировых баз данных здравоохранения. Они сопоставили показатели 570 тысяч человек из Соединенных Штатов Америки, Италии, Китая и Ирана. По итогам исследования выяснилось, что люди, у которых острый перец включен в рацион питания, умирали от сердечно-сосудистых заболеваний реже на 26% и от рака на 23% по сравнению с теми, кто вообще не употребляет этот продукт или же ест его редко. Вместе с этим отмечается, что пока точный механизм действия чили недостаточно изучен, но известно, что он обладает антиоксидантным и противовоспалительным действием. Также специалисты добавили, что перец чили регулирует уровень глюкозы в крови. Сейчас, дорогие друзья, мы прервемся на короткую рекламную паузу, после которой вернемся и продолжим эфир.
Компания «Денежный поток» предлагает займ пенсионный. Порадуйте своих близких и не забудьте о себе. Филиалы по всей республике. Наш адрес – город Якутск, улица Дзержинского, дом 11, первое крыльцо, 3-й этаж. А что здесь происходит? Министр экономики сейчас даст комментарий по... Цену на нефть? А вы откуда знаете? Не я, а российская газета. Российская газета. Расскажем главное. Благотворительная акция «Подари детям будущее» объявляет сбор средств в помощь Саше Живкович, 2003 года рождения, на специализированное лечение в детской клинике «Шнайдер», город Петах-Тиква, Израиль. Сейчас семье необходимо внести депозит на лечение. Диагноз – саркома Юинга мягких тканей средней трети левого бедра. Чтобы помочь Саше, вам достаточно отправить сообщение на короткий номер 34 34 или 3443 со словом «Якутия», пробел и сумма пожертвования. Поможем Саше вместе. Горячая распродажа холодильников. В Техноторге цены тают. Так, например, холодильник 180 сантиметров за 19 900 рублей. Друзья, с вами снова передача «Новый день». Напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. Мы продолжаем наш выпуск и переходим к нашей первой основной теме. В эти дни начал работу гражданский межрегиональный форум под названием «За будущее России. Современные вызовы и консолидация регионов». О работе этого форума нам расскажет член Общественной палаты Российской Федерации, председатель комиссии по социальной политике Общественной палаты Республики Саха-Якутия Лена Павловна Ефремова. Доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, если говорить об этом замечательном мероприятии, что из себя представляет форум, каковы его главные цели и задачи? Да, действительно, мы начинаем работу межрегионального гражданского форума «За будущее России. Современные вызовы и консолидация регионов». Мы основной целью работы форума ставим взаимодействие органов власти, общества, бизнеса, НКО и в том числе науки. И форум начал свою работу со вчерашнего дня, 11-го. И сегодня у нас будет открытие этого форума. Мы проводим круглый стол, называется он «Презентация программы воспитания РК Эргиря. Партнерство во имя детей и молодежи». И вообще запланирована большая работа в течение всех дней форума. Это различные форматы работы. Это и круглые столы, это и обсуждения, это лаборатория социальных практик, это практически различные семинары, лекции, диспуты и так далее. Но, конечно, мы считаем, что ключевым мероприятием форума является проведение межрегиональной научно-практической конференции «Инвестиции в раннее детство». Называется эта конференция и проводится на Фондом будущих поколений Республики Саха-Якутия и Академии наук нашей Республики Саха-Якутия. Тоже эта программа форума проводится с участием ведущих экспертов из города Москвы, ученых. И мы считаем, что программа форума очень содержательная. Но на этот вопрос, для чего мы проводим этот форум? Нашим президентом страны Владимиром Путиным было объявлено десятилетие детства. Десятилетие детства, оно подразумевает реализацию плана мероприятий этого десятилетия. И на сегодняшний день наша республика реализовала план мероприятий десятилетия детства под таким прекрасным названием «Якутия доброжелательная к детям». И сейчас мы находимся на таком промежуточном этапе, когда мы должны определить дальнейшую стратегию развития детства в нашей республике. Вот для чего мы проводим этот форум. Мы работу форума запланировали по 7 ключевым площадкам, в том числе есть площадка, которая будет посвящена Конституции нашей Российской Федерации. Конституция Российской Федерации признала приоритетом государственной политики детства и семьи. Ну, Лена Павловна, действительно, самые серьезные цели стоят, да, вот действительно, дети – это наше будущее. Но мы говорим о том, что насыщенная программа, да, это и лаборатории социальных практик, лекции, дискуссии, вот и бесплатные онлайн-курсы по развитию детей и тому прочее. Да, очень действительно насыщенная программа. Вот хотелось бы поинтересоваться, как же вам вот удалось организовать вот столь масштабное мероприятие? Я сказала, что ключевая идея – это диалог. То есть мы этот форум организуем при взаимодействии и при поддержке нашего правительства, при участии общественных организаций. Но
Мы понимаем, что для того, чтобы как бы эффективно эта работа выстраивалась, нам необходимо, например, мнение экспертов. Для этого мы подключили представителей науки. Вот я думаю, этим несколько отличается наш форум от предыдущих форумов. Ну и, конечно же, это участие НКО. Например, у нас в работе форума принимают представители таких ведущих общественных организаций нашей республики. Это такой благотворительный фонд «Семья для ребенка», например. Это благотворительный фонд «Харысхал», который работает непосредственно с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Ну и другие. Ну вот мы как раз затронули, да, тему, то, что были приглашены как эксперты из других регионов, да, в том числе из Москвы. Вот расскажите нам, какие же вопросы будут обсуждаться вот с этими специалистами? Действительно, в рамках форума мнение экспертов для нас очень значимо. Так как в работе межрегиональной конференции будут представлены 3 основных проекта. Это ранняя помощь, одаренный ребенок и растем с Россией. Вот эти 3 основные направления – это приоритетные направления развития вообще политики детства у нас в республике на ближайшие годы и в дальнейшей перспективе. И, соответственно, для того, чтобы форум прошел продуктивно, были привлечены эксперты и научные сотрудники ведущих вузов нашей страны, которые примут самое активное участие при разработке стратегических рекомендаций работы форума. Ну, в ходе нашего вот разговора, да, Лена Павловна, мы уже отметили, что одним из главных событий станет вот открытие научной конференции под названием «Академия детства». Вот кто ее возглавит и с какой целью вот эта конференция будет проводиться? Так, ну я немножечко вас поправлю. То есть итогом, ну можно так сказать, да, это ключевое событие, будет открыто НКО. Называется она «Академия детства» и открывается на базе детского сада «Прометейчик». И, конечно, при активном участии депутата нашего Государственного собрания ЛТУМЭН Марины Сергеевны Силкиной. Вы знаете, что она многие годы проработала в дошкольном образовании, в Якутской городской думе. И при ее поддержке и активном участии, при поддержке Академии наук Республики Саха-Якутия, открывается такое замечательное НКО, которое будет направлено на развитие раннего детства, дошкольного образования, развитие творчества, ну и одаренности наших детей и так далее. Ну, у нас остается совсем вот мало времени, да, вот мы также знаем то, что у нас будет программа «Десятилетие детства в России». Некоторые уже составляющие, да, этого мероприятия уже состоялись в республике. Какие вот еще запланированы? В плане десятилетия детства у нас основным координатором мероприятия «План десятилетия детства» является Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям. И, соответственно, на сегодняшний день формируется план до следующего 2027 года. И мы хотим, чтобы все участники этого форума, представители органов власти, общественность приняли самое активное участие при разработке этого документа. Лена Павловна, большое спасибо, что приняли участие в нашем эфире. Уверен, что вот данный форум пройдет очень интересно и насыщенно. Программа об этом говорит. Друзья, мы идем далее, и мы хотим сейчас предложить вашему вниманию очень интересный сюжет. В мире существует, как вы знаете, очень большое количество необычных, а порой и даже неожиданных праздников. Не знаю, слышали ли вы что-нибудь о таком дне, как Синичкине дне. Этот экологический праздник отмечается, кстати, сегодня. Что он из себя представляет, узнаете в следующем сюжете. Несколько лет назад в России появился экологический праздник «Синичкин день». Он создан по инициативе Союза охраны птиц России и отмечается 12 ноября. По народным приметам, именно к этому времени синицы, предчувствуя скорые холода, перелетали из лесов ближе к человеческому жилью и ждали помощи от людей. Люди, в свою очередь, заготавливают для них подкормку, в том числе и любимые Синичкины лакомства. Не соленое сало, не жареные семечки тыквы, подсолнечника или арахис. Все эти птичьи деликатесы раскладывают по кормушкам. Люди замечали, если птицы целыми стайками появлялись у дома, значит, вот-вот грянут морозы. А еще в этот день предсказывали погоду по особым приметам. Если синица свистит, быть ясному дню. Если пищит, быть ночному морозу. Если собирается много синиц на кормушках, ждите метель и снегопад. Ну а если птица заглядывает прямо в окно, то перемены в лучшую сторону были обеспечены. Кстати, название «синица» произошло вовсе не от синего оперения этих птиц, как многие могут подумать.
Свое имя они получили за звонкие песни, напоминающие перезвон колокольчика «Зинь-зинь». Как правило, эти бойкие маленькие перелетные птицы к середине ноября уже возвращаются на любимое место зимовки и радуют людей своим веселым посвистом. В народе очень любят эту яркую птицу. Считается, что она не унывает даже в самые сильные морозы. В старину считали, что синица приносит в дом счастье и удачу. Поэтому, чтобы привлечь свое самое хорошее, всячески приманивали синиц, кормили вкусняшками. А еще в этот день в старину отмечался праздник рыбаков и охотников. Согласно народным поверьям, охотник 12 ноября должен был поймать хотя бы одного зайца, чтобы год был удачен именно на дичь. Такой вот интересный экологический праздник сегодня отмечается. Ну а мы, друзья, продолжаем наш эфир. В эти дни в Музее музыки и фольклора народов Якутии идет персональная выставка молодой мастерицы Снежаны Курчатовой под названием «Долганские мотивы». Как полярная ночь, бескрайняя тундра, оленеводство и другие прелести жизни долганцев, долганов отразились на экспонатах этой выставки, нам расскажет методист музейно-образовательного отдела Музея музыки и фольклора народов Якутии Нюргустана Ивановна Слепцова. Она сейчас с нами на прямой связи. Нюргустана Ивановна, доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, вот мы говорим об очень интересном таком мероприятии. Расскажите, вот что же будет представлено на этой выставке? Во-первых, мне бы хотелось сказать немного о Снежане. Почему мы называем ее персональная выставка молодой мастерицы? Потому что ей только 21 год, и не каждый мастер начинает свою персональную выставку с такого юного возраста. Снежана родилась в поселке Урюнкая, Анабарского улуса, и в 2016 году окончила школу и поступила в Дамский педагогический колледж имени Ильи Егоровича Винокурова, который на специальность изобразительное искусство и черчение. А в 2020 году, то есть в этом году, она защитила диплом на тему «Долганское женское пальто» на 5 с похвалой. И сейчас это пальто находится тоже на выставке, но только на другой выставке, и оно раньше ушло, поэтому его у нас нет. Да, вот хотелось бы отметить, да, действительно, Снежана вот в столь молодом возрасте, да, 21 год ей всего лишь. Вот представьте, у нее уже вот персональная выставка проходит, и действительно не зря, потому что она участница и победительница различных фестивалей, выставок республиканского, так и всероссийского масштаба. И сейчас она на самом деле должна была принять участие в этом разговоре, но опять-таки она вот представляет свои работы на другой выставке. И, кстати, у нас, дорогие друзья, есть записанное интервью, в котором она как раз рассказывает, чем же она вдохновляется при создании вот своей одежды и обуви. Давайте послушаем. Традиционный костюм у долганов значительно отличается от костюмов других северных народов. Долганы – один из немногих народов, у которого женская и мужская одежда имеют кардинальные отличия. Долганская одежда очень теплая, удобная. Она впечатляет яркостью орнаментов и техникой вышивания. В одежде преобладает бисер и аппликация из цветных полос ткани. В основном строится из 6 цветов. Это черного, белого, синего, красного, желтого и зеленого, где предпочтение отдается красному. Это олицетворение представления о солнце, и синему цвету. Это олицетворение о бесконечности бытия. Когда вышиваешь все эти цвета, не можешь оторваться, кажется, что вышиваешь северное сияние. В украшении одежды долганы выкладывали весь свой художественный талант и умение. Дорогие друзья, вы только что слышали Снежану Курчатову. Она объяснила, вот, как же она смогла вот, бескрайнюю тундру, оленеводство вот, вместить, да, свои работы. Но мы продолжаем разговор с Нюргустаной Ивановной. Вот, Нюргустана Ивановна, скажите, вот, Снежана у нас действительно молодец. Всего 21 год и уже персональная выставка. Вот. Как вы ее характеризуете?
Я бы сказала, она очень мобильная, наверное, скорее в этом кроется и успех. Она очень мобильна и очень трудолюбива, потому что сидеть и выживать, для этого требуется терпение, так ведь? Да, действительно, конечно. Да, и эти работы с бисером, они требуют не только терпения, усидчивости, они еще требуют и аккуратности. Что характерно для ее работ, они очень, сразу видно, они очень, очень аккуратно, прямо чуть ли не миллиметр в миллиметр, все очень аккуратно сделано. Да, ну вот мы знаем то, что целью этого мероприятия, безусловно, является популяризация, да, культуры и истории долганов, конечно же. Но мы также знаем то, что там даже будут представлены очень интересные работы, то есть не просто традиционную одежду, да, долганов представят, а еще и современные свитшоты, бомберы, да, но только именно с долганским мотивом, да, что у нас исследует из названия выставки. Итак, большое спасибо, Нургустана Ивановна. Мы желаем удачи вам в проведении этого мероприятия, этой выставки. Ну а мы, дорогие друзья, сейчас уйдем на короткую рекламную паузу, после которой вернемся и продолжим наш эфир. Дальше также будет очень интересно, так что, дорогие телезрители, оставайтесь с нами. Ja, kötөппүт. Бүгүн бияга ылжытты каналар билси, ха? Арын солун ким жени? Гриша да. Гриша? Гриша көрдү? Начата Гриша. Алексей. Тугунан жараттананы Гриша? Я официант Киви Кейтеринг. Красиво накрываю на стол. Подаю вкусные блюда. Kızın takip ederdim. Tuğumit biznesmenin olacağını kırardım. Pa diyen. Pa da pa. Красавчик. Подайте заявку на технологическое присоединение к электросетям онлайн без очередей через сервис «Личный кабинет Якутскэнерго». Кликните на вкладку «Заявки на технологическое присоединение», заполните пустующие поля, отправьте заявку и получите оформленные документы через личный кабинет. Оцените преимущества удаленного способа подачи заявок. Быстро, просто, безопасно. Мы заботимся о вас и ваших близких. Якутскэнерго. Друзья, с вами вновь передача «Новый день». Сейчас мы предлагаем вашему вниманию новостной блок. Доброе утро. Вы смотрите новости, в студии Влад Давыдов. За отсутствие масок у пассажиров общественного транспорта будут привлечены к административной ответственности не только сами пассажиры, но и водители автобусов, вплоть до снятия рейса с маршрута. Об этом накануне сообщили на заседании городского оперштаба. До конца этой недели городские власти должны внести предложение, как можно это претворить в жизнь. Дело в том, что городской оперштаб предложил штрафовать водителя автобусов за допущение пассажиров без защитной маски в салон транспорта
транспорта и снимать таких водителей с маршрута. Пассажиров будут высаживать из автобуса нарушителя и пересаживать на другой маршрут, либо на дежурный автобус, который будет сменять такой транспорт. По словам водителей, представителей Союза авто, введение такого порядка не только приведет к сбою в действующей системе работы, но и увеличит конфликтные моменты с пассажирами. До наступления сильных холодов осталось немного времени, и эту проблему необходимо решить срочно. Дело в том, что, допустим, если автобус в середине маршрута снимут, и между теми автобусами у нас получится очень большой интервал. Естественно, как бы автобус, который впереди машина шла, и который сзади, допустим, они снижают, но это все равно не тот будет интервал, и у нас будет это нарушение. На сегодняшний день задача водителя — это из точки А в точку Б, как вы и сказали, перевести безопасность. Безопасность у нас стоит на первом месте, так скажем. Вот. Автобус, подъезжая к остановке, у него занимает посадка-высадка пассажиров занимает 30 секунд, грубо говоря, до минуты. И поэтому водителю сложно на сегодняшний день контролировать. Да, на нас возложили обязанности, штрафы вот эти все, но это очень сложно. Профилактические рейды по предупреждению возникновения возгораний в жилых домах продлятся в республике до 15 ноября. Сотрудники полиции проверяют условия проживания граждан, а специалисты МЧС – состояние электропроводки и соблюдение требований пожарной безопасности. Отмечается, что риск возникновения пожаров в жилом секторе увеличивается с наступлением холодов. Специалисты ведомства проводят инструктажи, напоминают жителям о необходимости проверки и ремонта электрооборудования, освобождения путей эвакуации, также проездов для пожарной техники. С начала текущего года на территории Якутии зарегистрировано 2336 пожаров, из которых 931 произошли в жилом секторе, один с массовой гибелью людей. Шестой в Якутии IT-центр открыли сегодня накануне в селе Барагонцы Усть-Алданского района. Он должен стать ядром цифровой трансформации района. А только благодаря энтузиазму, высокой цели и командной работе можно изменить мир. Об этом сказал министр инноваций республики Анатолий Семенов. IT-центры работают в Сунтарском, Мегинокангаласском, Намском, Среднеколымском, Нюрбинском, Улусах. До конца 2020 года центры откроются еще в Мирнинском, Намском, Усть-Алданском, Хангаласском, Чурапчинском, Нюрбинском и еще в Мегинокангаласском, Улусе. К 2024 году в районах республики планируется открыть 17 IT-центров. IT-центр является таким неким филиалом IT-парка якутского. То есть мы здесь должны создавать свои стартапы, обучать людей цифровым навыкам, да, различные конкурсы проводить, обучающие семинары, и для того, чтобы здесь создать IT-сообщество, и они создавали рабочие места. Потому что сегодня, в век быстрого интернета, неважно, где ты находишься, в Якутске, в Сингапуре или в Сан-Франциско, можно и в Барагонцах делать IT-продукцию и экспортировать его по всему миру. Да, и вот мы сеть такую создаем в районных центрах. Очень рад, что Усть-Алданский район, у них была одна из сильных заявок. Они очень системно работают, участвуют в наших конкурсах «Моя профессия IT», да, и развивают здесь киберспорт. И я думаю, что через пару лет мы в Усть-Алданском услышим о усть-алданских стартапах, которые делают какую-то продукцию. По инициативе главы Якутии механизмы поддержки якутского кинематографа претерпевают существенные изменения. Напомним, что в сентябре месяце во время встречи с творческой группой фильма «Пугало» глава Якутии Айсан Николаев сказал, что руководство республики обязательно будет поддерживать такие прорывные направления, как якутское кино. В республике с 9 ноября стартовал конкурсный отбор на предоставление из регионального бюджета субсидий на поддержку и укрепление национального кинопроизводства. Этот конкурсный отбор продлится до 8 декабря 2020 года. Таковы новости к этому часу. Удачного вам дня. До встречи. Оставайтесь с нами.
Благодарю моих коллег и друзья. Мы продолжаем наш эфир и приступаем к следующей теме. С 15 по 16 ноября по всей России пройдет экологический диктант. Принять участие в этом мероприятии может любой желающий старше 12 лет. Написав, собственно, этот диктант, вы можете проверить свои знания в области экологии. Как данное мероприятие пройдет у нас в республике, нам расскажет заместитель руководителя Департамента водных отношений и экологического просвещения Министерства экологии Республики Саха-Якутия Владислав Александрович Велигура. Доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, говорим мы о таком важном событии, то что вот 15-16 у нас пройдет диктант, и в каком формате же он будет проводиться, и в целом вообще что нас ждет. Так, еще раз доброе утро, уважаемые телезрители. В этом году, так как в связи с такой обстановкой, которая сейчас у нас есть по всей стране, по всему миру, мы в Республике Саха-Якутия, Республиканский оргкомитет принял решение, что Республика Саха-Якутия примет участие в онлайн-режиме. Поэтому, я думаю, наоборот, это сейчас гораздо удобнее, так как у нас уже наступили зимние морозы. Поэтому человек, никуда не выходя из дома, может спокойно принять участие во всероссийском экологическом диктанте, который проводится, как сказать, не только по всей России, но также в нем могут принять участие и зарубежные наши сограждане, которые живут, вернее, за рубежом. Поэтому считаю, что вот этот формат очень для нас удобен. Поэтому считаю, что Республика Саха-Якутия, она всегда была такой немножко, так сказать, передовой, в плане того, что именно интернет для нас является основным инструментом для участия в таких больших масштабных мероприятиях. Поэтому 15-го именно воскресенье начинается, так как этот день у нас тоже непростой. Это день у нас Всемирный день вторичной переработки мусора. И организаторы, это комитет Совета Федерации и некоммерческая организация «Равноправие» решили организовать в данный день этот мероприятие. Действительно, конечно, учитывая сложившуюся ситуацию с пандемией коронавируса, конечно, у нас все проходит в формате онлайн, что, кстати, вы отметили, может сказаться как раз-таки на увеличении числа участников. И хотелось бы поинтересоваться насчет главных целей. Конечно же, это популяризация проблем экологии и тому подобное. И хотелось бы для наших телезрителей отметить то, что в этом диктанте примут участие не специалисты в сфере экологии, не работники этой сферы, а именно может принять участие абсолютно любой школьник, студент, работник любой другой сферы. И хотелось бы поинтересоваться, в каком формате именно будет проводить круг вопросов, какие темы будут? Так, сейчас кто уже, наверное, интересовался, или даже кто не интересовался, может зайти на сайт ecodictant.rus, набирается в русском алфавите. В данном случае вы сразу пройдете на страницу регистрации, где, потратив небольшое время, вы уже, вбив свои какие-то персональные данные, станете участником. После этого вам будет предложено пройти обучение. В данном курсе вы получите все материалы, которые будут представлены на данном экодиктанте, а это именно особо охраняемые природные территории Российской Федерации, это сохранение биоразнообразия, это вопросы правильной переработки твердых коммунальных отходов, также сохранение водных объектов, вообще, в общем, экологическое просвещение. Поэтому круг вопросов, по идее, очень широк, но я думаю, что любой желающий, он найдет свою какую-то, как сказать, изюминку в этом экодиктанте, так как все вопросы будут распределены по категориям. Это специалисты отдельно, для них другой круг вопросов, для студентов, школьников это другой круг вопросов, и также для остальных категорий граждан это уже такие общие вопросы, поэтому любой желающий старше 12 лет спокойно может зайти, зарегистрироваться и проверить свои знания. Вы указали, то, что есть специальный ресурс, на котором можно не просто пройти этот диктант, а еще можно подготовиться, все материалы там есть, и действительно каждый будет, наверное, очень заинтересован, интересные темы будут затронуты. Что касается по времени, сколько времени понадобится, чтобы... Так, на самом деле, для офлайн площадок, те, которые будут проводиться в режиме реального времени где-то на каких-то площадках, это не, предположим, это какие-то вузы, СУЗы, школы, где это возможно. Те регионы, где дали заявки именно на проведение офлайн площадок.
Там это будет примерно час. 15 минут это инструктаж и 45 минут это сам экодиктант. Но так как у нас будет проходить в режиме онлайн, тут уже каждый участник будет собственной скоростью именно подбирать под себя, как ему будет удобно именно участвовать. Ну и остается совсем мало времени. Мы давайте напомним нашим телезрителям, да, диктант у нас стартует 15 числа. После полуночи по московскому времени и заканчивается 23:00 уже следующего дня, тоже по московскому времени. Поэтому, по-моему, время дано такое, чтобы удобное, чтобы человек в воскресенье мог спокойно вечером принять участие, или в понедельник где-то тоже, если он не успел, в понедельник также принять участие. Ну и, конечно, хочу обратиться ко всем якутянам. Уважаемые якутяне, принимайте активное участие в данном экодиктанте, так как чем больше жителей Республики Саха-Якутия примет участие, тем больше будет победителей. А, как мы знаем, победители все получают ценные призы и сертификаты. Ну что ж, большое спасибо, что приняли участие в нашем эфире. Желаем вам удачи в проведении этого мероприятия. Друзья, мы идем далее. В этом году исполняется 125 лет со дня рождения великого русского поэта Сергея Александровича Есенина. В следующем сюжете мы предлагаем вашему вниманию то, как ученики школы номер 7 города Якутска читали его произведения. Отговорила роща золотая березовым, веселым языком. И журавли, печально пролетая, уж не жалеют больше ни о ком. Стою один среди равнин голой, а журавлей относит ветер вдаль. Я полон дум о юности веселой, но ничего в прошедшем мне не жаль. Не жаль мне лет, растраченных напрасно, не жаль души сиреневую цветь. В саду горит костер рябины красной, но никого не может он согреть. Не обгорят рябиновые кисти, от желтизны не пропадет трава. Как дерево роняет тихо листья, так и роняют грустные слова. Если время ветром разметая, сгребет их все в один ненужный ком. Скажите так, что роща золотая отговорила милым языком. Нивы сжаты, рощи голы, от воды туман и сырость. Колесом за синие горы солнце тихое скатилось. Дремет зрытая дорога, ей сегодня примечталось, что совсем-совсем немного ждать зимы седой осталось. Ах, и сам я в чаще звонкой увидал вчера в тумане. Рыжий месяц же ребенком запрягался в наши сани. Я сегодня влюблен в этот вечер, близок к сердцу желтеющий дол. Отрок ветер по самые плечи заголил на березке подол. И в душе, и в долине прохлада, синий сумрак, как стадо овец. За калиткою смокшего сада позвенит и замрет бубенец. Гляну в поле, гляну в небо, и в полях и в небе рай. Снова тонет в копнах хлеба незапаханный мой край. Гой ты, Русь моя родная, хата в ритах образа. Не видать конца и края, только синь сосет глаза. Гой ты, Русь моя родная, если крик не трать святая, кинь ты, Русь, живи в раю. Я скажу, не надо рая, дайте родину мою. Компания «Денежный поток» предлагает займ пенсионный. Порадуйте своих близких и не забудьте о себе. Филиалы по всей республике. Наш адрес – город Якутск, улица Дзержинского, дом 11, первое крыльцо, 3-й этаж. Подайте заявку на технологическое присоединение к электросетям онлайн без очередей через сервис «Личный кабинет Якутскэнерго». Кликните на вкладку «Заявки на технологическое присоединение», заполните пустующие поля, отправьте заявку и получите оформленные документы через личный кабинет. Оцените преимущества удаленного способа подачи заявок. Быстро, просто, безопасно. Мы заботимся о вас и ваших близких. Якутскэнерго. Благотворительная акция «Подари детям будущее» объявляет сбор средств в помощь Саше Живкович, 2003 года рождения, на специализированное лечение в детской клинике «Шнайдер», город Петах-Тиква, Израиль. Сейчас семье необходимо внести депозит на лечение. Диагноз – саркома Юинга мягких тканей средней трети левого бедра. Чтобы помочь Саше, вам достаточно отправить сообщение на короткий номер 34 34 или
3443 со словом «Якутия», пробел и сумма пожертвования. Поможем Саше вместе. Горячая распродажа холодильников. В Техноторге цены тают. Так, например, холодильник 180 сантиметров за 19 900 рублей. С вами снова передача «Новый день». И прежде чем приступить к нашей заключительной части эфира, мы хотим передать вам следующую информацию. В заключительном блоке мы будем говорить о стритлифтинге, и у нас информация тоже касается спорта. Во Владивостоке завершилось первенство Дальневосточного федерального округа по классическим шахматам среди юношей и девочек. Сборная Якутии на этих соревнованиях была представлена 14 участниками. И по итогам состязаний в их активе 6 медалей. 2 золота, 2 серебра и 2 бронзы. Хотелось бы отметить тех, кто смог подняться на высшую ступень пьедестала. Это у нас Никита Пестряков среди юношей до 19 лет, а также Денис Назаров. Он первенствовал в категории юношей до 17 лет. В данный момент ребята будут состязаться по быстрым шахматам и блицу. Ну что ж, и мы приступаем к нашей заключительной теме. Также об успехах якутских спортсменов. На прошлой неделе якутяне успешно выступили на Кубке и первенстве России по стритлифтингу, завоевав 26 медалей. Ну и что же такое стритлифтинг и каковы его перспективы развития в нашем регионе, мы поговорим с Алексеем Ивановым, председателем якутского отделения стритлифтинга. Алексей, доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, в первую очередь хотелось бы, конечно, поздравить вас с этим успехом. 26 медалей, действительно, цифры впечатляют. Ну и расскажите нам, что же из себя представляет стритлифтинг? Спасибо, что поздравили. Но стритлифтинг – это такой вид спорта, включает в себя 2 упражнения. Это подтягивание и отжимание на брусьях с дополнительным отягощением. Угу. Ну, вот говорим о том, что 26 медалей, да, еще раз озвучим. Сколько, вот как я знаю, 6 участников было, да, от республики? 5? 5 участников, и они завоевали 26 медалей. То есть там не целая рота поехала, всего 5 человек. А как оцените этот результат? Все-таки прыгнули выше головы или же ожидаемый вот показатель? Я считаю, что прыгнули выше головы. Если даже вдобавок, если учесть те обстоятельства, то что удалось удачно собрать всех самых сильных атлетов, так сказать, сгруппировать их. И есть как бы 2 фактора. Один из участников, к примеру, как Александр Харчев, он вообще прибыл из другого региона, чтобы выступать за свою республику, то есть за нашу. И вдобавок есть Егоров Тургун, который за месяц до начала турнира сломал ногу, но при этом он все равно продолжал готовиться, параллельно долечиваясь. И он все равно полетел туда и выступил. Ну, действительно, это похвально. Также я знаю, что вы вот вылетали на соревнования за свой счет, да, даже были ситуации, когда вот одному спортсмену не хватало денежных средств, и вот друг другу помогали, как настоящая команда, да. Хотелось бы вот спросить следующий вопрос. Вот стритлифтинг, да, вот если говорить о нем, об его истории, вот когда он начал развиваться у нас в республике? Так, так сказать, если капнуть в историю, да, начало берется в 2017 году, когда вот была именно основная цель, чтобы республика себя проявила. Именно вот касаемо вот воркаут-движений, стритлифтинга. Сам стритлифтинг, он, как сказать, такой базовый вид спорта, подтягивание брусья, и как бы косвенно имеет отношение к воркауту. И сформировав такую, небольшую команду, то есть состоял я и мой заместитель Николай Давыдов. И так, учитывая то, что это были первые соревнования, как бы людей было где-то 30-40. Но преимущество этого турнира было в том, что вот прям со всех регионов практически там, от Москвы до Владивостока, там по 1, по 2 участника. То есть фактически это можно было назвать чемпионатом России. Там были ребята из Владивостока, Ульяновска, там, повторюсь, Москвы, Санкт-Петербурга, мы, Якутск, и там Новосибирск, и остальная там центральная часть России. Ну, то есть, Алексей, как я понимаю, это молодой вид спорта, да, который вот только-только начинает развиваться, и очень отрадно, что якутские спортсмены вот
включились, да, вот именно в самом начале, не когда это стало уже популярным и так далее, и проявляет себя очень хорошо, как вот мы видим, да, по результатам Кубка и первенства России. Победа на национальном первенстве, конечно же, в любом виде спорта дает путевку на соревнования более высокого масштаба, и мы говорим именно о чемпионате мира. Вот, мы знаем, что чемпионат мира будет проходить в следующем году в Москве. Сколько же участников отправится и как будет проходить подготовка? Так, в первую очередь, ну, в составе будет уже 6 человек, включая меня. И что касается подготовки, будет как бы два принципа. Это аккуратность и осторожность. То есть мы будем плавно повышать нагрузку, плавно как бы набирать обороты, дабы как бы избежать там мелких каких-либо травм или же вообще там даже микротравм. Потому что параллельно долечиваться, тренироваться, да, или же как бы если даже избрать такую стратегию, то что... Да, Алексей, вот у нас подошло время вот уже прощаться. Мы надеемся, что вы еще нас порадуете, конечно, своими успехами. Чемпионат мира будет в Москве в следующем году. А сейчас, дорогие друзья, мы хотим перейти уже к следующему сюжету. Блок крупных кинопремьер в списке фильмов недели отличается вместительностью и разнообразием. Смотрим рубрику «Киноафиша». Через 3 месяца вы все уйдете на фронт и будете командовать людьми старше себя. Смотрите сегодня в кинотеатре «Лена» премьеру российской военной драмы о битве за Москву. Подольские курсанты. Фильм раскроет малоизвестные страницы обороны Москвы, расскажет о беспримерном подвиге курсантов и командиров подольских пехотного и артиллерийского училищ в октябре 1941 года под Москвой. Вчерашние мальчишки, погибая, помогают сдерживать многократно превышающие силы немцев и на 12 дней становятся преградой на пути врага к Москве. На последний рубеж перед Москвой были направлены около 3500 курсантов 2 подольских училищ и их командиров. Большинство из них остались на рубеже навсегда. Если бы это был фильм ужасов, меня 100 пудов убили бы первой. А вот и стрёмный мужик в маске. На пятницу 13-е можно не только пугать, но и смешить. В результате странного инцидента старшеклассница меняется телами с серийным убийцей. У нее есть меньше 24 часов, чтобы все исправить. После чего ситуацию уже будет не обратить. Ой, мамочки, что у меня с голосом? Я очнулась в теле маньяка. Новые жертвы Блисфилдского мясника. Только не они. Ты черная, Егей, нам точно крышка! Ау, прекрати, это я, Милли! Кстати, та же сюжетная схема была использована при создании комедийного ужастика «Счастливого дня смерти». Оригинальная сюжетная концепция плюс элементы слэшера. Дичь! Я знаю, что выгляжу как мясник, но это я, Милли. Он чокнутый. Букер, посмотри на меня, пожалуйста. Букер! Завались, сучка! Букер, спаси меня! Заткнись, овца! Букер! Павел Шелест не любил крутых поворотов, всегда старался поступать как положено, но ему не повезло. 15 августа 1990 года на раскаленной трассе Сло-Каталси в его автобус врезался москвич Виктор Цоя. Кумир миллионов погиб на месте. Павел ничего не знал о Цое и не слушал его песен. Не знал он и того, что после этого рокового столкновения его жизнь больше никогда не будет прежней. Я тебе песню спою. Это я сам сочинил. Про папу хочешь? Фильм Алексея Учителя долгое время не хотели выпускать в прокат из-за обвинений в нарушении прав на частную и семейную жизнь граждан. В итоге премьера все-таки состоится. Мы желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Вот такие интересные кинопремьеры вас ждут. Это была рубрика «Киноафиша». Ну что ж, дорогие друзья, пришло время на этом прощаться. Мы желаем вам приятного дня. Спасибо, что были с нами. Ну а эфир продолжат мои коллеги и Сангакюн. Оставайтесь с нами.